Мы продолжаем программу. На этой неделе мы отметили Международный день леса. Или, как его иначе называют, Всемирный день защиты лесов. Второе название, по-моему, более удобопонятное и конкретное. От чего защищать наши леса? Ну, от людей, конечно. Ну и от разрушительного действия времени. Татарстан называют малолесным регионом России. У нас 17,5% территории занимают леса. Ну, то есть представьте, что вот это Татарстан. Он выглядит почти как поляна с парочкой тополей да елочек посередине. И даже вот этот фонд требует самого пристального внимания. Его нужно не только не потерять, но и увеличить. Чтобы добавить сюда одну единственную елочку, нам потребуется миллионы саженцев, долгие годы труда. Конечно, если бы каждый из нас понимал, насколько тяжел вот этот труд по защите и посадке лесов, отношение наших к нему изменилось бы. Об этом Эльзира Юзаева. Все взаимосвязано, все должно куда-нибудь деться, все что-нибудь стоит. Природа знает это лучше нас. Барри Команер. Ну, колган, не знаю, как шкаф лаптер канана. Ага, яхтла житмага, узля кура яди житмага, я ушел. Ну, табига тузин икяни не меняет. Опытные лесники, как правило, диагноз ставят мгновенно. Это дерево погибло, не прожив даже половины от отведенного ему природой срока. Возможно, оказалось слишком слабым, слишком мягким и податливым. В природе все закономерно и, как говорится, выживает сильнейший. Пораженное неизлечимой хворью дерево нужно срубить своевременно, потому что болезнь это может оказаться заразной. Aslında gümbesi bulurga может инде, андан соң трещиналар булурга может инде. Трещина бар екен, значит, ана уже уртасында шереге бар деген сөз инде. Лесники до сих пор подсчитывают убытки, которые принесло засушливое лето 2010 года. Тогда лесные хозяйства пострадали не только от пожаров. Хвойные леса атаковали вредители. Из 10 деревьев в каждом третьем были обнаружены болезнетворные личинки, которые несли лесному хозяйству настоящую эпидемию. Mesela bir yıl içinde 2 поколение çıkara. Çıkara dağın üşüp aslabilen ağaçka, kuna dağın anı tişe, anı zararlı. Anda lişinki salayını mesela. Ondan sonra yangadan tağı ikincisine küşeyini, şu ettirip barayını. Bütün ormanını şu etip? Bütün çeşitlerini, bütün ormanını bitirgen может инде. Каждый из нас помнит знаменитое Некрасовское. В лесу раздавался топор дровосека. Звук топора, к примеру, в Сабинском лесхозе – это пережиток прошлого. Эта картина словно из фантастического фильма. Здесь лес рубят, только щепки летят. Японские машины так лихо расправляются с задачей, что собой заменяет целую армию лесорубов из 350 человек. На площадке же всего-то 2 машины. Одна рубит, другая складирует. Ана башта кирәги, аннар артына моторист кирип китәри, моторист артына помощник кирип китәри агач итәргә дип. Аннар агач тагарлар шунга шикергә такканнан соң апшыгырлар валакада ботагын бутарык, аннар шуны апшыгарык стакадага. Булар бит инде хәзер бер кеше утырар, бер кеше утырга килеш, үзе бутый, үзе кисә, үзе бөтен әйберләр эшләп бетерә. Все, что мы видим сейчас, это не что иное, как экологическая вырубка. Машины удаляют сгнившие деревья или те, у которых уже подошел срок. Это спелые или переспелые деревья. Еще немного, и дерево начнет стареть. В Татарстане преобладают мягколиственные леса. Их срок жизни 40-50 лет. Стоит замешкаться на год-другой, и вместо материала для народного хозяйства можно получить только дрова для топки. Рубки нет. Ну, рубки нет, потому что арендаторов нет. Сейчас порядок такой, лес рубить должны арендаторы. А у нас больше преобладают осины, березы, мягколистные породы. И арендатору особо, большого навара там нет. Профессор Ахмадулла Газизулин всю жизнь занимается проблемами лесного хозяйства. По его словам, сегодня не в каждом российском регионе уделяют значение лесу так, как в Татарстане. Липа, береза, осина, мягколиственные леса растут в более чем в 60 областях России. Но их переработка считается невыгодным мероприятием. Потому хвойные породы, те, что считаются качественным лесом, нещадно вырубаются, а лиственные леса безудержно гниют. Как вам сказать, это распоряжается Москва, Рослесхоз, до татарстанских лесов и нет, и
дело, как говорится. Это для их мелочь. В Татарстане, а в частности в Сабинском районе, планируют вплотную заняться вопросами переработки нашего леса. Здесь откроют новые уникальные производства для России. Все знают о нефти, о газе, об атомной энергии, но не все помнят о тех ресурсах, что лежат буквально под ногами. Доступные и дешевые, и, главное, возобновляемые. Столько, получается, живых растений взошли, столько живых, все-таки мы их своими детками называем. Именно Татарстан стал первым полигоном, где вплотную занялись и вопросами селекции деревьев. В Сабинском районе сегодня работает вот такой научный селекционный центр. Здесь выращивают деревья, сосны, ели, пихты. В год высаживается до 12 миллионов саженцев. 100% схожесть семян у нас гарантирована. Каждое зернышко у нас отдельно высевается в отдельную ячейку. Далее, после полного заполнения всей теплицы, мы запускаем теплогенератор, то есть обогрев теплиц, и запускаем полив. Технология эта уже успешно применяется в таких западных странах, как Швеция, Норвегия. У нас, в России, до сих пор никто еще этим не занимался вообще. Наука никогда не завершается. Сейчас мы вот занимаемся чем в лаборатории. Мы можем из любого куска почки, там куска дерева, коры вырастить, значит, другое дерево. Можно найти очень хорошее дерево, вот, и его размножить из одного дерева, миллион можно сделать. И все они будут подобны вот этой матери. А ведь это и есть самая настоящая преемственность поколений. Старые деревья вырубаются, используются в промышленности, а на их место высаживают молодые. В природе ведь все закономерно, и она об этом знает лучше нас. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Сегодня у нас в студии министр лесного хозяйства республики Наиль Магдеев. Наиль Гамбарович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо вам вот за этот антураж, за эту атмосферу, максимально приближенную к теме нашего с вами разговора. Это те самые саженцы из того самого семеноводческого комплекса. Малая их часть, да? Всего их там, ну сколько, миллионы штук. Их 12 миллионов было получено в прошлом году. В этом году мы успели провести посев уже 4 миллионов саженцев 2013 года. И все это позволит лишь на 1 буквально процент, да, увеличить нашу лесистость. И то в каком-то отдаленном будущем, лет, наверное, ну сколько? 6, 7, 8, 9, 10? Вы абсолютно правы. Это позволит увеличить лесистость территории Республики Татарстан на 1%, если ежегодно мы будем высаживать вот таких прекрасные, значит, сеянцы на площади 7 тысяч гектар ежегодно в течение 10 лет. Сегодня пока эта цифра приближается только к 4 тысячам. То есть нам нужно ежегодно программу умножить на 2 и 7 тысяч ежегодно сажать. И для этого нужно будет ровно 10 лет. Если мы будем сажать по 4 тысячи гектаров, то только через 20 лет мы увеличим лесистость собственной территории, на которой проживаем, всего лишь на 1%. Вот какая огромная задача стоит перед нынешним поколением работников лесного хозяйства с тем, чтобы улучшить, в конце концов, среду обитания и экологическое состояние в Республике Татарстан. Понимая, что лес – это экологический каркас любого живого организма, любой территории, на которой проживает человек. Ну, растут эти саженцы, насколько я понимаю, даже не на нашей татарстанской земле. Да, вот вы сейчас показали, давайте еще раз покажем. Это ведь не земля, это какой-то субстрат, вы говорите, да? Это торфяной субстрат. Значит, пока по такому составу торфяного субстрата в Республике Татарстан нет. Есть несколько регионов Российской Федерации, откуда торфяной субстрат в соответствии с технологией завозится. Это Псковская область, Псковские знаменитые болота. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область, это Белоруссия. Но строительство и эксплуатация селекционно-семеноводческого центра в Сабах потянуло за собой еще один вопрос, который интересно заниматься ученым нашим. Ищете торф в Татарстане? Абсолютно вы правы. Мы ищем торф в Татарстане. Договорились с Казанским федеральным университетом, точнее с биолого-почвенным факультетом, с тем, чтобы поискать месторождение торфа, пригодного
для эксплуатации в селекционно-семеноводческом центре. Ну, как космическая промышленность, действительно, да? Тянет за собой целую массу побочных других технологий. Да, новые технологии за собой, абсолютно вы справедливо подметили, тянет за собой решение задачи, которые необходимо решать уже для Республики Татарстан и в пределах Республики Татарстан. Наверное, Габаш, ну вот они действительно, вот ведь они, новые технологии, вот это и есть та самая пресловутая модернизация нашей промышленности, будем так говорить. Я думаю, да, в лесное хозяйство, как может быть для кого-то это не странно, пришли новые технологии. Вот мы видели сейчас в сюжете вот эти чудо-машины. Это можно не только услышать о новых технологиях, в данном случае это можно увидеть, можно потрогать. И новые технологии, модернизация, в данном случае лесного хозяйства Республики Татарстан, дает уже новый продукт, дает новое качество жизни, о чем в последние годы на всех уровнях руководство страны, руководство республики ставит перед нами, лесоводами, новые задачи. Но в этом заключается суть профессии лесовода, работа на будущее поколение тех людей, которые придут тебе на смену. Эль Габаш, давайте вот как раз о будущем, раз заговорили. У нас весна скоро, дай бог скоро, хотя пока не видим, да? Вспоминая 10-й год, конечно, вспоминая вот эти пожары, мы знаем, все, наверное, прекрасно знают, что уж где-где, но в Татарстане вооружены до зубов практически в этом плане. Но, тем не менее, вы, наверное, с содроганием смотрите на погодные сводки, на будущее. Вот эти события 10-го года, они, наверное, заставляют даже в народные приметы верить. Какие прогнозы? Что будет в этом году с пожарами? Ну, во-первых, у министра лесного хозяйства и у его единомышленников команды нервы очень крепкие. Со слабыми нервами в лес не ходит и в лесу не работает. Это первое. Второе, вы абсолютно правы, мы технически вооружены до зубов для того, чтобы противостоять той стихии, которая может появиться и в 2013 году. Прогнозы самые разные, но все в руках Аллаха, в руках Всевышнего. Поэтому в данном случае я думаю, что мы предпримем все организационные меры. Эль Габаш, но есть ведь еще проблемы в самом лесном хозяйстве. Вот как вы справляетесь с этими последствиями принятия лесного кодекса, который, как известно, ограничил весьма ваши возможности по содержанию лесничеств, по количеству лесников? Мы знаем, что и вас это тоже коснулось, и сейчас у нас в Татарстане меньше лесничеств, чем было еще там несколько лет тому назад. И какая-то, ну, совершенно дикая цифра приходится сейчас на каждого лесника, там даже за неделю, по-моему, за месяц не обойдешь свои владения, что-то такое, да? Значит, я приведу несколько цифр. В лучшие времена в Советском Союзе в лесном хозяйстве Республики Татарстан работало до 20 тысяч работников лесного хозяйства. Сегодня в лесном хозяйстве Республики Татарстан работает 2000. Ну, все человек. Уже поделили, да. Да, я думаю, с арифметикой у всех все нормально, поэтому количество лесов меньше не стало. Нагрузка увеличилась. Принят новый лесной кодекс. Нравится он кому-то, не нравится. Но мы исполнительная власть, мы обязаны исполнять тот закон, который принят на любом уровне, на республиканском, федеральном. Закон суров, но он закон. Вы не можете никак увеличить это количество? Мы увеличить не можем. Дополнительные численность мы получить не можем. Есть установленная формула, и в соответствии с лесным кодексом мы работаем с той численностью, которая сегодня есть. Работаем, как говорят, не числом, а умением. В последние годы, благодаря поддержке руководства республики, мы смогли оснастить наши лесоохранные службы УАЗиками. За 3 года мы получили более 120 патрульных машин. Разве это не дает мобильность нашим лесничим? За 3 года мы всех смогли оснастить радиостанциями, системой, оснастили наши служебные машины, оснащаем системой ГЛОНАСС. Кроме этого, у нас достаточно неплохая воздушная разведка. Мы имеем в своем распоряжении воздушные суда для того, чтобы из воздуха, с вертолета наблюдать всю оперативную обстановку и оперативно принимать меры. То есть новое время ставит новые задачи, и мы эти новые задачи стараемся успешно решать. Эль Габаш, я поздравляю вас с праздником. Поздравляю вас и всю вашу команду. Желаю вам удачи. И, к сожалению, ну, бесконечно можно говорить о лесе. Это настолько неисчерпаемая и недооцененная тема, к несчастью. Чем дальше в лес, тем больше дров. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо вам. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был министр лесного хозяйства Республики Наиль Магдеев. Мы продолжаем программу.